На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 105 лет со дня выхода первого номера газеты «Апсны». 27 февраля – профессиональный праздник работников СМИ Абхазии. Абхазская сотня. 100 молодых людей из Абхазии примут участие во Всемирном молодежном фестивале в Сочи. Экологи называют это естественным процессом. Массовую гибель водоплавающих птиц чомги фиксируют у берегов Черного моря в Абхазии и России. 27 февраля – профессиональный праздник работников СМИ Абхазии. В этот день, в 1919 году, начала выходить первая абхазская газета «Апсны». Ее редактором стал основоположник абхазской письменной литературы Дмитрий Гулия. Газета печаталась на усовершенствованном Алексеем Чочо алфавите. Издание выходило в течение 2 лет, и за это время было выпущено 85 номеров. С 1921 по 1991 годы газета называлась «Апснакапщ». Как раньше, так и сейчас газета «Апсны» освещает политические, экономические, социальные и культурные события в жизни республики. Здесь нередко публикуются стихи и прозаические произведения малых форм абхазских писателей. Сегодня в редакции работают 19 человек. Президент Аслан Джаня поздравил работников средств массовой информации Абхазии с профессиональным праздником. В поздравлении, в частности, говорится: роль абхазской журналистики, которая всегда стояла на передовых позициях строительства нашего независимого государства, невозможно переоценить. Вы освещаете события в стране и мире, реализуете актуальные общественно-политические, социально-экономические, творческие проекты, создаете эмоциональный фон в обществе, формируете политическую культуру и общественное мнение, влияете на политические и общественные процессы в стране. В вашей среде всегда работали люди творческие, талантливые, неравнодушные, понимающие свою ответственность перед обществом, переживающие и искренне любящие свою родину. Среди вас был и выдающийся Дмитрий Иосифович Гулия, под редакцией которого ровно 105 лет назад вышел в свет первый номер газеты «Апсны», стоявший у истоков национальной печати. Конец цитаты. Лаша Ашуба поздравил работников СМИ с профессиональным праздником. В поздравлении спикера парламента, в частности, говорится: дорогие друзья, в своих материалах вы поднимаете важные для страны проблемы. От вашей компетентности, гражданской позиции, нравственной ответственности зависит общественный настрой, необходимый для позитивных политических процессов, формирования условий для дальнейшего социально-экономического развития республики. Народное собрание парламента Абхазии дорожит сложившимися отношениями с представителями журналистского сообщества. Выражаем вам благодарность за вашу профессиональную деятельность и желаем крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Председатель Союза журналистов Руслан Хашик поздравил коллег с наступающим профессиональным праздником. Журналисты Абхазии принадлежат к разным поколениям, придерживаются различных взглядов, и каждый вносит свой вклад в решение насущных проблем в становлении гражданского общества и в развитие нашей страны, сказал Хашик. газета «Апсны» шухбашуса хазар. Али дарбан залагам суа. Как вы бедли ускавали, когда подуй жинза. Бзино рахдера джайват воспиана бы объявш отзака ахара кра. Ариад ишзам мозапсу кара. Ансуба агим хаза журналистика за. Еевшим такого. Арифух ваших современного лицома я хёма. А нагдзана язым ход законирого обана шагоудя. А тип ада, а журналистика ада, а журналист ида из чиядзом рынкара. Агричи без агричи вайрас, а журналист ида там кон рынкара. А журналисты ехали из Хау Альбари, из над Руктыховой Пшо, а когда начинается Хальбар, Рыба Цаура, Адахая Хаманко, Абри Альбешра,
Щежинник на фланза, лоха, ацхалтамья, хам нарвемиш все шаанем, рум хаджем зинахбен деспа. Аусшаус, абри нуца табе так хабра, абри халмер так хабра, абсаза аляцаз, наунат снать, гурья бябжи ясен фонфене за дежезнынья. Тому пахас, абри занаталс хаззидем, уя запс, сычно, уя ахти ахенцбе, уя атак хокры, уя хапыхры, азуха, жибаз, бо, чафи нога, жиба, хамлер, захманкара, подуак на пшеница, и тому далее. Праздничный вечер к юбилею газеты «Апсне» прошел в Национальной библиотеке в Сухуме. Собравшимся рассказали об истории издания и показали архивные номера. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг отметил роль газеты в истории абхазской журналистики, вклад и талант ее первых сотрудников и авторов. Видеоверсию вечера смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Также в нашем вечернем эфире передачи из проекта «Абаза ТВ», бойцы информационного фронта, русская служба абхазского радио и Ажа Бджаруб, Зураб Аргун. В Москве прошел вечер, посвященный 150-летию со дня рождения абхазского народного поэта, ученого и лингвиста Дмитрия Гулия. Приветственную речь произнес известный абхазский поэт, писатель и историк Денис Чачхалия. Он назвал Дмитрия Гулия демиургом абхазской литературы и подчеркнул незаменимость этой фигуры в истории словесности нашей республики. На сцене в его честь выступили заслуженные артисты, музыканты и лауреаты всевозможных международных конкурсов. С этой же сцены звучали и стихотворения самого патриарха, основоположника нашей литературы Дмитрия Гулия. С ними выступали как артисты, так и ведущие и даже гости мероприятия, вдохновленные творчеством великого лирика. В рамках вечера также был организован просмотр документального фильма «Человек» от Дмитрия Гулия. Мероприятие было организовано московской абхазской диаспорой. А в эфире «Абаза ТВ» продолжается проект, подготовленный специально к 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулия. Это видеоклипы «Читаем Гулия». Яшазап, губалрас иху мазаразап. Абри ажит гирхусап, яшанги цабыргызап. Губалрас иху мазаруп, кирас иху лымшаруп. Убризаги и жагуп, джирпсага жарогуп. Уй дебзиаства мазаруп, дзирпштаги яра убриёп. Уй дезража гурьяроп, дебжисхваги яра убриёп. Асламжане принял отчет главы администрации Галского района Константина Пилия об итогах деятельности администрации за 2023 год. Пилия представил президенту подробный отчет о ситуации в Галском районе за этот год и о перспективах его развития в 2024. Минувший год был весьма плодотворным для района, о чем свидетельствует перевыполнение плана налоговых сборов. Изначально мы были настроены на увеличение бюджета, чего и добились уже к середине 2023-го, когда впервые были внесены изменения в доходной и расходной части бюджета Галского района, а именно увеличили расходную часть бюджета на 7 миллионов рублей, доложил Константин Пилия. Асламжане попросил остановиться на показателях и подробнее рассказать о бюджете района. Так, итоговый бюджет Галского района на 2023 год составил по доходам в сумме 300,3 миллиона рублей и по расходам в сумме 307,6 миллионов рублей. Дефицит бюджета в сумме 7 миллионов рублей.
Больше 20 вопросов повестки дня рассмотрят депутаты Народного собрания Абхазии на своем заседании в среду 28 февраля. В повестке постановление о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия, о проекте градостроительного и строительного кодекса Республики Абхазия, о внесении изменений в закон о системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности, об упрощенной системе налогообложения и другие вопросы. Председатель Республиканской общественной организации «Наша столица» Лаша Шамба выразил свое мнение по поводу вынесенного на заседание сессии Народного собрания проекта постановления о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики, так называемого закона о клевете. В комментарии общественного деятеля, в частности, отмечается: «Мы, абхазы, нам не обязательно, чтобы отстоять свою честь, идти и писать заявление в Генеральную прокуратуру или ждать, пока они сами отреагируют. Безусловно, закон должен служить защитой прав и свобод гражданина, но ментальность, духовность и культура наша всегда нас, представителей мужского пола нашей страны, воспитывала решать вопросы клеветы в отношении друг друга в духе народных традиций, и до этого времени мы справлялись». Слова депутата парламента о том, что если не принять данный закон, в конце концов может привести к поножовщине, я с этим категорически не согласен. Считаю даже наоборот. Буду говорить о себе. Я занимаюсь политикой, высказал мнение, и власть это интерпретировала как ей угодно, и с помощью этого закона привлекут меня к уголовной ответственности. Мне моего духа, чести и уверенности в своих братьях, друзьях, соратниках достаточно, чтобы не бежать в вопросах клеветы в правоохранительные органы для своей защиты. Никогда не создавал и не был доносчиком, не сдавал, не доносил на людей, и считаю это позором. Абхазы так не живут. Это мое мнение, и так считаю и живу. Соглашение по Росгвардии, закон о клевете. А в один день проснемся, и нам сообщат, что несогласные с мнением власти граждане будут получать полбуханки хлеба по талонам. Конец цитаты. В целях проведения памятных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, второго президента Республики Абхазия, героя Абхазии, кавалера ордена Аксепша первой степени Сергея Васильевича Багапша, в соответствии с протоколом номер 1 заседания Государственной комиссии по монументальному искусству, принято решение объявить проведение повторного открытого международного конкурса на лучший проект памятника Сергею Багапшу в городе Очимчира перед зданием администрации района. Сроки проведения конкурса с 28 февраля по 20 мая текущего года. 100 молодых людей из Абхазии примут участие во Всемирном молодежном фестивале в Сочи. Накануне их отъезда Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии пригласил участников в кабинет министров, где со словами напутствия к ним обратился президент Аслан Джания, а также председатель комитета Тарач Хагба и его заместители. На встрече присутствовали руководители спортивных федераций и спортсмены, которые позже в этом году примут участие в спортивных играх БРИКС и Всемирных играх дружбы. Подробности у Надежды Боровиковой. Расширенная встреча президента Аслана Джания со спортсменами и молодежью организована Госкомитетом в преддверии отъезда большой абхазской делегации в Сочи, где с 29 февраля по 7 марта пройдет Всемирный молодежный фестиваль. Из более чем 300 заявок на участие от Абхазии Национальный подготовительный комитет отобрал 100 человек. Им выпала честь представлять свою страну на одном из крупнейших молодежных фестивалей России. У вас будет великолепная возможность познакомиться с интересными, известными, умными людьми. Попробовать себя на многочисленных площадках в сфере спорта, в сфере экономики, международных отношений, науки. И это правда дорогого стоит. Мы не должны забывать, как наш многонациональный народ проходил долгий тернистый путь. Наши лучшие сыны нашего государства, нашей страны погибали ради того, чтобы мы жили в свободной стране. И у вас сегодня есть великолепная возможность заявить о себе. Это и правда дорогого стоит. Мы вас просим показать себя с хорошей стороны. Вы будете лицом нашего многонационального народа, нашего государства.
Удачи вам во всех ваших начинаниях. Заместитель председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту Роман Цкуа рассказал, что для участия в фестивале необходимо было в кратчайшие сроки создать национальный подготовительный комитет, зарегистрировать личный кабинет делегации, провести отбор и подготовить отъезд 100 человек. Руководителем комитета назначили Валерия Берзения, который побывал на предыдущем всемирном фестивале, но в другом статусе. И впервые наша республика участвует в этом фестивале. Мы в 2017 году участвовали как гости, принимали участие как гости. В этом году мы официальная делегация, у нас 100 человек, с чем я вас поздравляю. Я сам и многие ребята в этом зале участвовали в 2017 году. Площадка невероятная, и самая главная задача, которая стоит перед нами, я уже на первой нашей встрече говорил, мы представляем нашу маленькую, очень гордую республику. В этой поездке нету слова «я», нету слова того, что вот я захотел. Эта поездка – это огромная ответственность, потому что на каждой локации, на каждой возможной локации мы должны представлять нашу республику. Абхазия также получила официальное приглашение на участие в 2 масштабных спортивных мероприятиях в текущем году. Это Всемирные игры дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре, и ежегодные спортивные игры стран БРИКС. Они пройдут в Казани с 11 по 24 июня. В декабре месяце официально нас пригласили на, я думаю, это уникальное для нашей страны событие, на игры БРИКС и на Всемирные игры дружбы. Как сказал Тарас Миронович, неофициально, но они приравниваются к Олимпийским играм, можно сказать, показателем, можно сказать, это призовой фонд. Так же, как на Олимпийских играх, Россия призовой фонд будет вручать всем победителям и призерам. Поэтому с нашей стороны мы уже заявку официально подали на участие в играх БРИКС. Количественно 63 спортсмена и 27 делегатов. В делегацию входят это и тренера, и медицинский персонал, массажисты, врачи и руководители. Руководители федерации, спортсмены и тренеры задали интересующие их вопросы представителям Госкомитета, после чего со словами напутствия к молодежи обратился президент Аслан Бжания. Уникальнейшая возможность предоставлена молодежи Абхазии и в целом Абхазии. Это свидетельство того, что мы идем по правильному пути. Это свидетельство того, что дружба между народами Абхазии и Российской Федерации имеет место быть, и она становится все крепче и крепче. Я убежден в том, что представители Абхазии проявят самые лучшие качества, и человеческие, и интеллектуальные, и, конечно же, спортивные. Я так понимаю, по внешнему виду, первый ряд – это наши спортсмены, многих из них знаю лично. Вы будете, каждый из вас, как я это понимаю, в своих видах лидерами, и копилку наших медалей пополните золотом, серебром и бронзой. Аслан Бжания обещал на следующей неделе провести совещание с участием премьер-министра, чтобы определить первоочередные вопросы, решение которых поможет абхазским спортсменам принять участие в грядущих соревнованиях на высоком уровне. «Я постараюсь сделать так, чтобы вы выглядели хорошо. Все остальное за вами», — отметил президент Абхазии. Надежда Боровикова, Инна Бухава, Абаза ТВ. Второй Абхазский медицинский форум откроет свою работу 22 апреля. Организаторы мероприятия — Министерство здравоохранения Абхазии и Российское медицинское общество. В медицинском форуме примут участие российские академики, профессора, кандидаты медицинских наук, доктора, представители абхазского и российского медицинских сообществ. Среди приглашенных министр здравоохранения Республики Южная Осетия, представитель Самаркандского медицинского университета. Организации форума было посвящено совещание в Министерстве здравоохранения
под председательством Эдуарда Бутба. Как отметил глава Минздрава, основной задачей форума является объединение на одной площадке представителей органов управления здравоохранения и практикующих врачей, организаторов и профильных специалистов системы здравоохранения, экспертов-аналитиков и юристов для обсуждения актуальных проблем и выработки совместных решений, направленных на организацию мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи. Особое внимание планируется уделить развитию сотрудничества Абхазии и России в сфере здравоохранения, повышению взаимодействия по всем актуальным направлениям. МИД Абхазии обратился в МИД России с просьбой обратить внимание на инциденты, возникающие при пересечении абхазо-российской государственной границы в пункте пропуска Адлер. В своем обращении МИД Абхазии проинформировал, что ряд граждан республики сталкиваются с инцидентами при пересечении абхазо-российской государственной границы. В связи с тем, что в МИД Абхазии так и не поступила детальная информация по данному вопросу, внешнеполитическое ведомство ссылается на публичные выступления граждан на различных информационных площадках, сообщает медиацентр МИД. МИД Республики обращает внимание на попытки негативной интерпретации указанных инцидентов, к которым внешнеполитическое ведомство не имеет никакого отношения. Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба в ходе консультаций с советником-посланником посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, специальным представителем МИД Абхазии Алхасом Барзани отметил важность развития контактов с Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ. Кроме того, министр подчеркнул важность дополнительного расширения гуманитарной поддержки нашим соотечественникам, участвующим в специальной военной операции. Барзани сообщил министру о системных поставках гуманитарной помощи по всей линии соприкосновения. Алхас Херсонович, вы активно занимаетесь вопросами организации гуманитарной помощи участникам специальной военной операции нашим соотечественникам. Это действительно очень важная работа. Мы сейчас обсуждали с коллегами из МИДа России. Давайте попробуем эту работу еще дополнительно активизировать. Мы с вами общались с нашими соратниками различными на тему того, как это можно было бы сделать еще более активно. Поэтому, на мой взгляд, сейчас, когда специальная военная операция идет достаточно успешно, освобождена Авдеевка и предстоит еще большая работа. И в связи с этим, на мой взгляд, мы могли бы с вами подумать, пообщаться с нашими друзьями, коллегами, соратниками, как и еще больше усилить гуманитарную составляющую и информационную составляющую в том числе. Инал Батович, в продолжении вашего поручения по работе на территории проведения специальной военной операции нами организованы на регулярной основе гуманитарные поставки в наши подразделения «Пятнашка». И в целом мы работаем по всей линии фронта. Там, где находятся наши соотечественники, мы стараемся по мере нашей возможности выезжать на территорию. Каждому стараемся уделять свое внимание. Посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али провел консультации с послом Исламской Республики Иран в Сирийской Арабской Республике Хусейном Акбари. Встреча прошла в Дамаске. Стороны рассмотрели актуальные вопросы установления человеческих и культурно-гуманитарных контактов. Информация правоохранителей. Житель села Пшап привлечен к уголовной ответственности за хранение огнестрельного оружия. Также в доме у мужчины изъяли действующие майнинг-аппараты, о чем составлен административный протокол. За незаконное хранение оружия и боеприпасов привлечен к уголовной ответственности Таня Руслан Вадикович, 1998 года рождения. При обследовании принадлежащего вышеназванному гражданину автомобиля «Лексус», припаркованного на автостоянке ресторана в селе Мачара Глырбского района, сотрудниками милиции обнаружен и изъят ручной пулемет иностранного производства калибра 5,56 мм. В ходе проведенных оперативных мероприятий в селе Пшап сотрудниками УР МВД совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел по Глырбскому району при обследовании домовладения по месту проживания гражданина Тани обнаружен и изъят пистолет системы Макарова, а также патроны преимущественно калибра 7,62 мм.
Согласно экспертной справке, оружие технически исправно и к производству выстрелов пригодно. Патроны также являются боевыми. В отношении Руслана Тани органом предварительного расследования Гулырыбского РОВД по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также гражданину Тане вменено правонарушение административного характера, связанное с незаконной добычей криптовалюты. При обследовании жилища последнего сотрудникам милиции были обнаружены и изъяты 6 майнинг-аппаратов. По данному факту специалистами Энергонадзора составлен соответствующий протокол. Оборудование помещено на склад Госстандарта Республики Абхазия. Абхазские таможенники обнаружили 11 аппаратов для майнинга в багажнике машины на посту Мюссера, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета. Оборудование изъято и направлено в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. Мультимодальные перевозки из регионов России в Абхазию и обратно будут доступны с 30 апреля по 30 сентября. Билеты на курортный сезон 2024 года уже в продаже. Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи, сообщает Единая транспортная дирекция Минтранса России. Посетить можно будет 5 городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Единый билет «Поезд плюс автобус» можно купить в кассах любого ЖД-вокзала, агентских сетей ФПК, а также на сайте РЖД. Массовую гибель водоплавающих птиц чомги фиксируют у берегов Черного моря в Абхазии и России. Как рассказал в интервью нашей телекомпании заместитель председателя комитета по экологии Мурман Соломко, сейчас на зимовке у берегов Абхазии и Краснодарского края находятся сотни тысяч птиц. Часть из них погибает, в том числе ослабленные и старые особи. Это, по словам ученых, естественный процесс. Экологи предупреждают, что лучше не приближаться к мертвым птицам и после контакта обязательно мыть руки. В то же время пробы морской воды проводятся систематически. Море в Абхазии чистое. В этом году очень много птиц к нам прилетели. Во-первых, большой миграционный путь через наше море лежит. На побережье нашего моря они приехали за пищей, прилетели за пищей и за теплом. Здесь хватает пищи и тепла хватает. Но большой перелет, птицы измотанные, вот старые птицы в основном погибают. Молодые как-то, если из 10 7 молодых выживает, из 10 7 старых птиц погибает, умирают. Там несколько факторов. Некоторые попадают в сильные шторма, их выбрасывают на берег разбитые, побитые. Некоторых поражает болезнь. И с этим ничего сделать нельзя. То, что в некоторых интернет-пабликах говорят о том, что море отравлено, это хорошо, что граждане реагируют так и относятся к этому так. Это правильно, и мы это приветствуем, конечно же, но передергивать ситуацию ни в коем случае нельзя. В 2021 году на побережье Каспийского моря в Кизлярском районе погибли краснокнижные пеликаны. Такое чумка была, такая вот множество птиц. И не только пеликанов, лебедей, гусей диких, там были птицы еще и утки, и в том числе и нерпы погибали. Это вот в природе то, что происходит. Для человека это представляет? Для человека это опасности не представляет, если человек не будет к ним приближаться. И если даже пришлось поднять какую-то птицу, посмотреть, приблизиться, обязательно нужно вымыть руки потом любым моющим средством. Но приближаться к ней лучше не надо. А те гиблые птицы, которые лежат на берегу, все же это в черте города, когда нужно, чтобы коммунальные службы собирали их и утилизировали. То есть нужно обязательно их закапывать.
В тех местах, где нет доступа к человеку, допустим, такого прямого, у нас есть много побережья, где не живут люди, там природа сама разберется, их растаскают шакалы, их там ночные звери растаскают, как бы это само собой определится. А вот в черте города это необходимо будет убирать. Все же это заболевание, какое заболевание установить мы, к сожалению, не в состоянии, у нас нет таких обеспеченных лабораторий. Не то, что у нас ближайшая лаборатория в Кропоткино, в Российской Федерации, это Краснодарский край, специализированная. В русской школе юных медийщиков будут учить распознавать фейки. Это особенно важно сейчас, когда участились случаи вбросов информации, искажающей историю России, подчеркнул глава представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. Он добавил, что в школе также будут организованы мастер-классы по ораторскому мастерству, написанию статей кибербезопасности. 13-й республиканский фестиваль оркестров абхазских народных инструментов «Абхарца-2024» состоится 29 февраля в Абхазской государственной филармонии имени Гумба. Вход свободный. Проводит фестиваль Республиканский центр народного творчества имени Ивана Куртова. Сейчас о погоде. В среду, 28 февраля, в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 2 до 7, днем от 11 до 16 градусов. Температура морской воды 11 градусов, волнение морской воды значительное и умеренное. Относительная влажность воздуха от 60 до 80%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.